Ассаламу алейкум. Вот те люди, которые в прошлом, будучи в одном народе, выходцами генетически из одного народа, из одного рода, а потом в силу разных жизненных обстоятельств переселились и на протяжении, они еще помнят своих дедов, кто они были, да, они изменили свое родство. И теперь уже по отношению к своему же народу выступают, вступив в иной народ, по отношению к своему народу выступает в качестве оппонентов с враждебными высказываниями. Что говорит о таких людях Всевышний? Ну вот возьмем хадисы. Возьмем хадис 5514, Сунан Абу Дауда. Прочтем его. Нам передал Хаджадж ибн Абу Якуб, нам передал Муавия, то есть ибн Амр, нам передал Зайд от Аль-Амаша, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, от пророка, саллаллаху та'аля алейхи вассалям, сказавшего: наступившего в родословную народа без разрешения его собственного рода ложится проклятие Аллаха, ангелов, людей, от всех сразу. Не будет принято от него в день предстояния ни равновеса, ни откупа, от всех сразу. Не будет принято от него в день предстояния ни равновеса, ни откупа. Это хадис 5514. А что нам говорит хадис 5115? Это предыдущий хадис 5114, а это 5115. Нам передал Сулейман ибн Абдуррахман аль-Димашки, сказал, нам передал Умар ибн Абдуль-Вахид от Абдуррахмана ибн Язида ибн Джабира, сказавшего: мне передал Саид ибн Абу Саид, когда мы находились в Бейруте, от Анаса ибн Малика, сказавшего: я слышал, как посол Аллаха, саллаллаху та'аля алейхи вассалям, говорил: если только некто изменит свои подлинные отцовские фамилии и отчество, или же припишет себя не к своему родному роду, тогда на него падает проклятие Аллаха, которое будет переходить от одного поколения его детей к другому поколению, и так вплоть до дня предстояния. Что же из этого нам надо делать вывод? Что те люди, которые, забыв свое родство, выступают против своего народа и, собственно говоря, и против своего рода, только по причине того, что в силу жизненных обстоятельств они оказались там кровниками или еще кем, уйти из родных мест, стать канлы, то есть тем, кто должен заплатить свою кровью за убийство. Вот теперь они там женятся на женщинах иного народа и переходят под род жены, так сказать, становятся, мягко говоря, подкаблучниками. А потом, по прошествии времен, их дети начинают выступать против того народа, из которого он вышел. Но если фактически разобрать это обстоятельство, что выходит? Что он, совершив преступление, ушел из этих мест, был вынужден, да, по шариату убийца должен быть убит. Это закон. Но он убежал, и тот народ, из которого он убежал, он, видите ли, для его потомков стал враждебным только по причине того, что их предок, совершил преступление, убежал оттуда. Вместо того, чтобы понять и осознать, что их предок совершил злодеяние, убийство, вместо того, чтобы понять это, покаяться даже в чем-то, поддержке того и так далее, осознать, что их отец был неправ, они сами идут по неправильному. Посмотрите, как Аллах их наказал. Он выходит из проклятых Всевышним. Он и все его потомство вплоть до судного дня. Они прокляты Всевышним. Это сборник хадисов Абу Дауда. Сборник Даудов в Муслиме, еще сборник Дауда в Бухари и так далее. И там тоже говорится, что тот, кто изменил своему родству, тот куфр. Представляете, насколько это опасно? И вот эти люди, потомки этих людей, теперь выступают против нашего народа,
и хотят что-то нам сказать. У них нету равновеса, ни откупа, ни равновеса. Что нам Аллах говорит этими словами? Они не смогут ничем не откупиться в равной мере никакого веса. Их слово не имеет веса. Они не могут говорить даже в этом мире. У них нет права на это. Что еще можно о них сказать? Если все, что надо про них сказать, уже сказали Всевышний и пророк. Пускай это осознают, покаются, вернутся в лоно своей нации. Не выступают против своей нации из-за того, что они стали разговаривать органом, которым нет костей, на каком-то другом языке. Это не означает, что они должны выступать против своей крови. Пора бы им это понять, что отцовство, поэтому оно идет, что отчество и отцовство, род, оно идет по отцовской крови. Так устроен мир изначально. И выступать против собственной крови, это не есть хорошо. Насколько оно нехорошо, вот это в хадисах написано.